В новом году мы продолжаем проект независимости. К теме наркомании будем периодически возвращаться. Но наш проект социальный. Мы хотим поднимать проблемы, которые мешают развитию и негативно влияют на общество и молодежь в частности. В этом выпуске мы поговорим о суициде. Задумывалась об этом все чаще и чаще и думала, что мне уже, грубо говоря, все равно, как это сделать, лишь бы это произошло. Это не была попытка, чтобы привлечь себе внимание. Я вообще никогда не хотела привлекать этим себе внимание, потому что я даже резалась, но я очень хорошо это скрывала, мама там ни одного пореза не заметила. Если человек действительно решился покончить с собой, вы этого не увидите. Самоубийство в Абхазии – дело семейное. Точной официальной статистики суицидов и попыток самоубийств в республике нет. Но если еще пару десятков лет назад такая смерть была редким явлением, постепенно суицид не так удивляет и шокирует. Это право выбора или давление общества, безысходность или изменение ценностей, а главное, как помочь человеку, решившемуся на отчаянный шаг. Задумывалась об этом все чаще и чаще и думала, что мне уже, грубо говоря, все равно, как это сделать, лишь бы это произошло. И там уже все было совершенно иначе. То есть были такие случаи, когда я думала совершить, грубо говоря, две попытки суицида одновременно на случай, если одна не сработает, то чтобы сработала другая. Было желание, чтобы кто-то вот вообще оказался в этот момент рядом? Я не думаю, что я часто думала об этом, естественно, после того, как я пережила этот период, я думала, что способствовало тому, что я сделала, потому что достаточно много случаев, даже среди знакомых, было явно то, что это просто привлечение внимания. Но я считаю, что мои попытки суицида не были привлечением внимания, это было, если уж на 50% именно четкое понимание того, что я не хочу жить, а на другие 50% я так отрывалась на себе, нежели чем на других, грубо говоря. То есть твоя агрессия, она была направлена против себя? Да, именно так. Я пришла к такому мнению. Этой девушке почти 20. Она молода и красива. Ее преследует полное ощущение одиночества. Сегодня девушка пришла на очередной сеанс к психологу. Изначально как вы отреагировали на нее? Вот Лана вам предложила? Мне стало интересно. Я думаю, что чтобы меньше людей лежало в больнице, надо поделиться. И мне кажется, что если я поделюсь своим чем-то, и если кто-то подумает, что... если кто-то увидит, что у него такие же причины какие-то, может, передумает, может, осмыслит. Почему ты посчитала, что это единственный выход? Я не посчитала, я вообще на самом деле почти ничего не помню. Я просто помню, что мне было дико грустно, очень грустно прям. Это у меня там с очень ранних лет там были такие наклонности. Вот говори, с какого раннего? Вот когда первый раз ты поняла, что... Первый раз я поняла, что... Это, наверное, глупо звучит, но, наверное, в 7 лет. Вот первый раз я поняла, что лет в 7. Вот прям очень рано хотела умереть я. И была тоже таким ребенком, немного отстраненным от сверстников. То есть я как-то в углу всегда стояла от них. Не всегда была более тихая, такая более приземленная, депрессивная. Мне и не хотелось. Мне просто вот хотелось сидеть дома, смотреть мультики и ничего не делать. Я в школу через огромнейшую силу ходила, и только потому, что мне мама давала деньги в школу, я их потом откладывала, покупала себе мультики, диски. Вот как бы... Депрессия. Да, это... Детская депрессия. Факторов, толкающих на суицид, много. Неустроенность, давление окружающих, порицание, а также употребление наркотических веществ и азартные игры. Почти у каждого человека когда-нибудь проскальзывала мысль о самоубийстве. Но она не возникает сразу. Стресс постепенно накапливается. И это намного опаснее неожиданного горя, считают специалисты. В 2018 году в социальных сетях была распространена статистика. За 2 месяца 12 самоубийств в Абхазии. И в обществе заговорили о вспышке самоубийств. Кто пытался тебя как-то, может быть,
вытащить? Ну, как я сказала раньше, это первая такая, грубо говоря, попытка была в 11 лет, но тогда, естественно, я не имела понимания, как, что делать. И я просто перецарапала себе руку, но, естественно, ничего не произошло, и эти попытки, так скажем, не были замечены никем, так как я, естественно, скрывала это от родителей, боялась, что кто-то увидит, и как бы постоянно пыталась это скрыть. Но уже позже, когда как раз-таки настал вот тот самый пик, я, грубо говоря, была увидена своей матерью. Она меня увидела, и после этого я бы не сказала, что что-то исправилось, а все, наоборот, пошло хуже, потому что пошло непонимание со стороны родителей, и это очень сильно угнетало В чем меня. заключалось вот это непонимание? В твоей ситуации? В моей ситуации мои родители не пытались понять меня, как бы сказать, упрекали меня в том, что они подарили мне жизнь, они подарили мне, как бы сказать, дом над головой, все, у меня есть все, но при этом мне чего-то недостаточно, и поэтому я так неблагодарно себя веду. Подобные разговоры, естественно, меня усугубляли, потому что я не видела даже какой-то попытки именно понять причину, почему я дошла до такого состояния. И это, как бы, грубо говоря, доводило меня, да, в то, что они сводили все проблемы ко мне, также еще больше ухудшало мое состояние. У меня даже были, как бы, грубо говоря, такие попытки, чтобы уйти из дома, пойти к бабушке, лишь бы это не продолжалось, но это не помогало. С малых лет родители охраняют жизнь своего ребенка. Они пекутся о нем, они учат его. Религия христианская, она нас учит тому, что мы должны хранить свою жизнь. Это значит, что любое упоминание о самоубийстве, о прекращении жизни своим личным желанием с точки зрения христианства недопустимо и неприемлемо. Наша вера, она сопутствует нам в жизни так себя вести, чтобы эта жизнь была плодотворной жизнью. Потеря старых ценностей и отсутствие новых – одна из причин, толкающих людей на суицид. В христианстве к этому явлению относятся крайне негативно. Самоубийство считается тяжким грехом. В чем заключается благополучие? Что наши добрые друзья, соседи, родственники благосклонно к чему относятся и к чему побуждают стремиться человеку. Ведь ценностная ориентация – это самое главное. Да? И вот тут мы сталкиваемся с тем, что это исключительно плотские какие-то достижения. Если лет 100 назад это был хороший, красивый конь, хорошая сбруя, хорошая одежда и удаль такая, то сегодня это аналоги те же самые. Сегодня это автомобиль, сегодня это то есть ничего не меняется. Но все это не удовлетворяет душу. То есть человек может стремиться достигать этого, да, может стремиться и не достигать этого благополучия мирского, но и в том, и в другом случае он надрывает и подрывает свои внутренние духовные силы. Зачастую становится на путь аморальной жизни для достижения вот этих вот земных благ. И когда он разменивает свою душу, то вы можете вспомнить даже все наши детские сказки, да, когда человек продает душу ради чего? Ради золота, ради денег, ради еще чего-то, и ничего не приобретает взамен. Существует два вида суицида – истинный и демонстративный. В последнем случае человек всячески пытается привлечь внимание к своей проблеме, ищет помощи вокруг себя. Но оба случая опасны. В службу экстренной помощи МЧС не раз поступали звонки от родственников людей, пытавшихся покончить с собой. Когда речь идет об истинном суициде, вряд ли дело доходит до помощи специалистов. Человек, окончательно решившийся на такое, сделает все, чтобы незаметно осуществить свою идею. И только родные и самые близкие люди могут вовремя распознать эти перемены. Те, кто не завершил суицид, те, кто еще живы,
Ведь они выбирают чаще всего людные места, чтобы их увидели. О чем это говорит? Это говорит о том, что они ждут помощи, они ждут поддержки. Возможно, недостаточно в их окружении они ее получили. И поэтому они ждут их от окружающих, от посторонних людей. Есть люди с психическими заболеваниями, а есть люди, у которых слабость нервной системы. И они находятся в состоянии депрессии, с которой справиться они никак не могут. Но ведь никто не знает, как помочь. Близкие не знают, как помочь. Они пытаются. Но чаще всего мы слышим такие фразы: «Ты справишься с этим сам. Возьми себя в руки, и все будет хорошо». Как он должен это сделать? Как взять себя в руки, если ты все время в угнетенном состоянии? Человека нужно вести через это. А кто может повести, как не специалист? Он ведь не сразу приготовился покончить с собой. Нет. Перед этим очень много факторов, которые можно считывать с человека. Это его любимые вещи. Это один из моментов, которые мы можем заметить. Любимые вещи, которые он отдает людям, он им доверяет их. То есть получается, что он подарит вам любимую пластинку и скажет: «Я доверяю тебе, что ты ее не испортишь». То же самое все остальное. Он может подарить невзначай свою машину. И вы не будете понимать, почему он так поступил. Если человек действительно решился покончить с собой, вы этого не увидите. Если он не просит вас о помощи, если он в такой ситуации, с которой для него лично нет выхода, вы его не найдете. Он это сделает. Смотрите, а человек, который однажды уже пошел на это... Никто никогда вам не даст гарантию 100%, Что потом? что он не повторит. Но вы можете помочь ему пережить этот момент. И если вы живете рядом, и если он вам доверяет, вероятно, со следующей своей проблемой он придет опять к вам. И, может быть, тогда второго раза и не будет. У меня не было такого, чтобы мне нужно было любовь и забота. Мне нужно было что-то, я не знаю, что-то, какая-то вспышка, чтобы меня что-то отвлекло от этого. Наверное, что-нибудь. Разозлить, может быть, кого-то или... Ну нет, мне надо было, чтобы... у меня на тот момент мне казалось, чтобы от меня отстали. Мне просто хотелось, чтобы от меня отстали. Там в плане учебы, я плохо училась. В плане... Да, во всех планах. Просто хотелось, чтобы отстали от меня. Но мне кажется, и на самом-то деле это почти сделали, но мне кажется, это было немножко... Мне кажется, меня надо было куда-нибудь отвезти, чтобы кому-нибудь со мной кто-нибудь поговорил, психолог какой-нибудь детский. Потому что, ребенку это сложно, достаточно сложно как-то понять свои чувства. Он просто видит, ему плохо, ребенку. И ему плохо, и он как-то реагирует на это по-своему. И я реагировала, можно сказать, не очень хорошо. В таком отрицательном ключе, не понимала, что со мной, и в итоге это привело к тому, что через достаточно долгое количество времени я предприняла очень серьезную попытку суицида. Один из самых распространенных стереотипов, что суицид удел психически нездоровых людей. Но психологи говорят, что с этим может столкнуться любой человек, оказавшийся в сложной стрессовой ситуации. Все ситуации же абсолютно разные, жизненные, разные семьи, разные ситуации. Но и в первом, и во втором случае, который вы слышали, и у одной девушки, и у второй девушки очень такая повышенная или крайняя чувствительность. Или если что называют, это такая, такая тонкая психическая организация. То есть у них так они устроены, что их нервная система, их мозг, он воспринимает информацию очень-очень на таких тонких уровнях, очень глубоких и тонких уровнях. И людям с такой очень повышенной чувствительностью, для них, конечно, жизнь, она такая более сложная, более уязвимая. Чаще всего близкие люди выбирают неправильную тактику общения с родственником, решившимся на суицид. Даже после неудачной попытки упрекать ни в коем случае нельзя. Заметить, понять и просто быть рядом порой совсем мало нужно, чтобы спасти человека. Твое это нежелание жить,
оно было связано с тем, что тебе не хватало чего-то со стороны родителей, или это больше, чем внимание со стороны родителей? Я думаю, это все было комплексно, и было несколько факторов, которые приводили меня к этому. Вот какие, например? Ну, Вот если вот спросить, почему, что, в общем-то, может заставить человека не хотеть жить? Вот в твоей ситуации это что было? В моем случае в тот момент у меня были проблемы в школе, также проблемы были с друзьями. Проблемы со сверстниками, Да. с непониманием? Да, непониманием, потому что любой человек, который как-либо отличается от массы, он становится как бы... Белой вороной? Грубо говоря, да. И это меня как-то, можно сказать, даже угнетало. Было осознание того, что я не могу найти свое место, и у меня нет поддержки ниоткуда. И я чувствовала себя просто одинокой, можно сказать. Я не могла обратиться за помощью, допустим, к друзьям, потому что у меня их не было, на учебе нигде тоже ничего не было. И семья для человека одно из самых важных, как бы, что есть. И в моем понимании семья — это было место, где как раз-таки меня должны защищать, понимать, и с кем это те люди, с которыми я могу поделиться, что у меня на душе. Но когда в моей семье было такое же отношение ко мне, как и снаружи, грубо говоря, с другими людьми, я поняла то, что я нигде не чувствую себя нужной, защищенной, и это приводило, да, и это заставляло меня задуматься о том, зачем мне жить, если я нигде не могу даже показать себя истину, и мне нужно всегда бояться того, как будут реагировать люди на то, что, допустим, мне там голос нравится, а не то, чтобы сидеть и говорить о том, какой у меня телефон, как я надеваюсь и так далее. И я чувствовала себя какой-то отчужденной, каким-то изгоем, и это каждым разом заставляло меня понимать, что я не вижу какой-либо причины ухватиться за что-то, чтобы жить. Мы говорим о том, что человек это делает в состоянии аффекта. Мы очень часто ссылаемся на эти разные состояния, но церковь не задается вопросом, какова конкретная причина, потому что чаще всего это все связано со страстями. Самая главная проблема человека — это его гордыня, и потом вслед за ней тщеславие. Когда человек совершает акт самоубийства, мы говорим грех самоубийства, то это свидетельствует о глубоком внутреннем кризисе, безусловно. Но мы его называем духовным, и мы говорим о том, что это состояние богооставленности. Душа человека, вне зависимости от религиозных взглядов окружающих, семьи, может быть, социума, страны даже, в которой он находится, она сотворена Всевышним. И она не может жить и существовать только в рамках вот этого удовлетворения своих телесных потребностей. Наша задача поставить вот эти духовные барьеры. Это проблема глубоко духовная. Она не просто социальная, она не просто там экономическая. Вот мы все прекрасно знаем, что наиболее благополучные экономические страны, они в первую очередь подвержены вот этой беде. Да? То есть если мы называем там оплотом благополучия, демократии Швейцарию, Финляндию, там еще какие-то страны, то они же являются первыми, которые не защищены. А почему? Желание освободиться от влияния не просто заповедей церковных, но и нравственных. Освободиться, сбросить. Вот этот ложный идеал свободного человека, который может делать вот прям все, что хочет. А как же ответственность? Ответственностью является расплата. Когда человек делает все, что он хочет, то вообще теряются смыслы его существования как таковые на земле, и ему не остается ничего, как вот закончить жизнь самоубийством.
Как и первая девушка, эта молодая женщина отказывается говорить прямо на камеру. Ее родители также не пришли на нашу встречу, чтобы не сталкиваться со съемочной группой. Но они делают все возможное, чтобы помочь своему ребенку. Большинство же родственников, даже в ситуации, когда чувствуют, что сами не справляются с проблемой, боятся обращаться к психологам и другим специалистам. В вечной гонке главным становится мнение окружающих. Есть попытки, которые там, я таблеток наглотаюсь, но всем понятно, что таблеток просто так ты не умрешь. Там тут что-то очень серьезное надо выпить, чтобы ты умер. Что-то вот даже с наркотической вот связью надо выпить. А я вот действительно, можно сказать, чудом выжила. Потому что это не была попытка, чтобы привлечь себе внимание. Я вообще никогда не хотела привлекать к себе внимание, потому что я даже резалась. Но я очень хорошо это скрывала, мама там ни одного пореза не заметила. Я пришла в себя, я увидела вот докторов, и я не помню, что со мной было. Я вот просто помню, что вот свет внезапный, и все как-то расплывчато, размыто, и у меня была мысль, куда я попала. Я не помнила, что я с собой сделала. Мне было страшно, вот, что неужели все, конец. Вот таких мыслей. Смотрите, это было очень даже сложно, потому что это вот, на самом деле, эта депрессия, она была после экзаменов. У нас были достаточно такие длинные экзамены, и это было уже после них. И я помню, что там дней 20 у меня было такое подавленное состояние. Я опять просто сидела, смотрела «Черепашек-ниндзя», пересматривала. И у меня было такое достаточно подавленное состояние, потом еще что-то накатило, и тут стало еще хуже. Еще хуже стало, и очень грустно было, очень. И я не знаю, мне кажется, в русском языке даже нет такого слова, которое бы описало эту печаль. И в итоге я сделала то, что сделала. Мне кажется, даже у меня просто была цель, и я уже выступление как-то это делала, то есть я не понимала. Мне кажется, хорошо, что мне не получилось себя убить, потому что, мне кажется, я не знаю, мне кажется, у меня... Ладно, в первом занятии сказала, имеет смысл жить. Ну смотри, тебе дал второй шанс. Боженька, я не верю в Бога. Я не знаю, как хочешь. Ну, второй шанс прожить. Ну да, у В меня... твоей ситуации это правда второй шанс прожить. Да. Это первая попытка? Единственная? Нет, я смотрю, у него были попытки, но эта попытка... Она была очень серьезная. Сильно просто вот, там не варианта было спастись. Но вернуть человека к тому, что жизнь имеет смысл, конечно, можно. Многие путают, Можно. считают это психическим расстройством. Знаете, почему путают? Потому что очень часто суицидальное поведение или суицид, он сопряжен с депрессией. Вот на фоне депрессивного расстройства, на фоне развивающейся, и прогрессирующей депрессии возникают суицидальные мысли. И, суицидальное поведение, попытки суицида. И в связи с этим могут путать и говорить, что, в общем-то, это такое заболевание, которое нужно лечить. Но бывают и ситуативные, которым не предшествует никакая депрессия. Ситуативно это что-то происходит здесь, сейчас, крайне острое, эмоционально там очень серьезное, то, с чем человеку очень тяжело справиться. Человек, который живет духовной жизнью, человек, который живет молитвой, имеет опыт молитвы, то есть молитвы я не имею в виду, конечно, зачитывание каких-то зазубренных текстов, молитва как диалога с Творцом, беседы с Творцом. Он каждую первую попавшуюся, залетевшую в голову мысль не будет воспринимать как свою, потому что опыт церкви учит его, учит и тому, что в мире существует и зло, и оно тоже может воздействовать. И человек может черпать силы, самое главное, силы. А человек светский, где он их получит? Молитву он не признает, Творца он не признает. Аскеза для него что-то, вот мы сейчас с вами в период рождественского поста находимся. Для чего мы постимся? Для того, чтобы душа могла управлять телом, а не тело задавать цели для души. Вот. Если всего этого нет, значит человек остается без спасательного круга, без спасательного жилета. Он один на один с проблемой. Вот в моей жизни такой случай был. Один пожилой человек, он уже был больным настолько, что он находился в постели. То есть родные ждали, когда он умрет. Но он
еще будучи живым и видя, что длятся его муки, он хотел сделать суицид, он хотел, значит, перерезать себе вены на руках. Я молился о том, как мне с ним разговаривать. И вот в общении с ним я его убедил, что то, что он хотел бы с собой сделать, причинит большую боль и страдания его близким, нежели чем он будет, значит, вместе с ними, даже если продлятся эти дни до тех пор, пока он не освободит свою душу от тела, но тем не менее близким будет намного дороже это время провести с ним, нежели чем он сам себя убьет, и они останутся вот в таком состоянии полностью разбитые. Он меня послушал, и он не решился сделать над собой такого греха. Потом он умер, его родственники похоронили его, но, конечно же, они были благодарны Богу, что их отец, он все-таки ради них свою жизнь сохранил, умер от болезни, но не приостановил ее, значит, так, как он этого хотел до этого ранее. Сейчас есть причина жить? Да, сейчас есть причина жить. Наверное, одна из самых главных причин — это саморазвитие, то, как бы, на что я нацелена. Мне нравится постоянно узнавать что-то новое и понимать то, что вчера я этого не знала. Наверное, второй причиной будет что-то немножко, наверное, личное. Мечтаю как-нибудь через несколько лет родить детей, обеспечить им здоровое детство и жизнь, в которой они не будут закомплексованы, как я. Да, ты категорически от этого отказывалась? Ну, времена меняются. А ты вот могла бы сама помочь человеку, который вот в такой ситуации? Вот ты найдешь слова, найдешь... Ну, блин, я это уже все пережила, поэтому да. Да, мы с тобой помним, что... Да, то есть, если кому и жаловаться, значит, того, что ты хочешь убить себя, то мои знакомые сразу вот, и бегут ко мне. Они знают, кому жаловаться. Ты помогла уже так кому-то? Ну, блин, я рассказывала, кстати, вот вы говорили про то, что вот подумайте о там родителях, там, обо всем. И я спросила у своего одного знакомого, почему, допустим, он очень долго жаловался на то, что ему сложно жить, плохо жить. Вот, причем нет таких объективных причин, вот просто плохо. Такая философская личность. Я знаешь, почему так сказала? Потому что мне плохо, я хочу сейчас себя как-то обезопасить или как-то избавить себя от этих мук. Я себе делаю хорошо, тем самым-то убиваю себя, но делаю плохо другим, которые... Ну да, ну вот я у него один раз спросил. Ну, мне кажется, самый верный вопрос, который изначально надо задать человеку, который еще вот говорит тебе, или по нему видно, что он еще не убил себя, ну, типа, по нему видно, что он хочет себя убить, но еще не убил. И либо он тебе говорит, что он хочет себя убить, но еще не убил. И самый верный вопрос — это спросить, почему ты этого еще не сделал. Кого-то проблемы закаляют, других же они делают беспомощными и толкают на грань жизни и смерти. При этом чувство вины преследует и родственников жертв суицида, усугубляя ситуацию и создавая новый виток проблемы. Главное – не замыкаться, говорить, просить помощи. Если ее нет среди близких людей, то обращаться к специалистам. Выход всегда есть. Главное – не упустить время.